Есть борьба, и они тоже делают определенные наступательные движения, которые воспринимаются в обществе. Да, но они, я не зря сказал, что учитывая миллионные бюджеты, они действуют тонко. Они уже не только через телевизор навязывают свою мысль, они навязывают условно с разных сфер. Им не надо говорить, что власть плохая. Они говорят, что смотрите, у вас высокие тарифы. Вот. Смотрите, власть не справляется. Смотрите, власть не подает руку за границей. То, что это бред, это другое дело. Но они стараются не прямо бить в лоб, они стараются вкладывать в мозги. Поэтому появился термин «хакнуть мозг». Вот этим и занимаются. А что мы можем противопоставить? Или мы что-то противопоставляем? В начале войны мы очень активно противопоставляли за счет волонтеров. То есть люди, которые могли тоже проанализировать, что 2 × 2 это не 5, это 4, они создавались, условно говоря, информационное сопротивление. Они, без этих волонтерских движений, они, не может быть движения вперед. С другой стороны, да, нам еще нужно много сделать для того, чтобы, скажем так, немножко вправить мозги, что все-таки, если мир, то это не капитуляция. Такие тонкие нюансы. Если движение куда-то, так оно должно идти туда, куда идет весь мир, и где нету опасности в том, что завтра придут зеленые человечки скажут, что уходите, это, мы здесь пришли хозяиновать, так же, как было в Крыму. Например, я был, так называемые 3 ходки было в Крым во время этого так называемого референдума. Я это видел, как все это происходит, да, когда на тебя смотрит автомат, или когда ты говоришь, мы местные жители, мы протестуем. А я, поскольку я приезжий, мне было сложно определить, но я перед этим проходился по соседним улицам, я смотрел на карту, например, изучал улицы. И если кто-то говорит, что я местный, а с какой ты улицы живешь? А ладно, подожди, а ты с какой? Например, Савратовская улица. Вот таким образом определялись люди, которые приходили, глашатая, навязывая свои мысли. Соответственно, я уверен, что такой метод уже не сработает сейчас. Да, он сработал тогда. Поэтому мир меняется, и, соответственно, меняются тоже информационные атаки, информационные кампании, которые позволяют хакнуть не только мозги, но и государство.